Добрый день, дорогие друзья, уважаемые коллеги! Мы рады приветствовать вас в этом уютном зале Государственной Удмуртской филармонии. Русская литература – это целый мир, самобытный и многоликий, словно загадочная русская душа и великий, словно героический русский народ. Литература котькуно калыклена жинсконес, байджим инты баште. Литература сокалыклен узырлыкес, но историес. С целью сохранения, развития, пропаганды литературы и чтения указом президента Российской Федерации 2015 год в России был объявлен Годом литературы. Нам, работникам культуры, сегодня не стыдно говорить о тех мероприятиях, которые были проведены и на уровне республики, и на уровне муниципальных образований, и на уровне сельских школ. Потому что действительно, учитывая политическую, экономическую ситуацию, сегодня мы не смогли, наверное, выделить те средства, которые были необходимы, чтобы проект прошел более эффективно. Но то, что мы сделали сегодня, мне кажется, заслуживает особых слов благодарности. Слов благодарности в первую очередь в ваш адрес, уважаемые наши участники сегодняшнего мероприятия, потому что каждый из вас, присутствующий, вложил частицу своей души, своей энергии в те мероприятия, которые мы проводили совместно и с муниципальными образованиями, и с государственной властью, и общественными организациями. Действительно, проблемы, наверное, не исчезают после проведения подобных проектов, которые рассчитаны на 1 год, но мы получаем некий импульс для развития того или иного направления. В развитии литературы, библиотечного дела в том числе, я думаю, что мы получили как раз некую энергетику, которая будет спроецирована и на следующий год, и на последующие годы. Есть вопросы по наполнению фондов книг, но я хочу поблагодарить сегодня депутатов Государственного совета в лице Натальи Алексеевны Судариковой, правительства Удмуртской республики в лице Сергея Самоновича, главу, потому что даже вот в том бюджете, который будет заслушиваться и приниматься 8 числа, мы нашли возможность увеличить как раз финансирование на эти возможности и на эти расходы. Мне кажется, это здорово, и это индикатор отношения власти вот к тем проблемам, к которым вы, уважаемые наши, в первую очередь, библиотекари, сталкиваетесь каждый день. Есть вопросы по национальной библиотеке. Я думаю, что я не могу пройти мимо этой темы, потому что каждый сидящий сегодня понимает, что если бы мы получили хорошее, типовое, не типовое, уникальное здание национальной библиотеки, нам бы проще было решать вот те вопросы, по крайней мере, по городу Ижевску, ну и по республике касаемо методической работы. Сегодня есть проект. Буквально на этой неделе мы собирали рабочее совещание. Сегодня республика готовит предложение по празднованию юбилея Михаила Тимофеевича Калашникова. И одно из предложений как раз сегодня формируется предложение по возврату к теме национальной библиотеки. Власть держит этот вопрос на контроле, в том числе и Министерство культуры не дает спокойно жить, наверное, тем нашим руководителям, от которых зависит, в том числе и решение этой проблемы. Так что я думаю, что мы в ближайшее время, по крайней мере на будущий год, средства заложены на проект данного здания. Мы какие-то большие, небольшие, но победы в решении этой проблемы национальной библиотеки мы решим. Хочу еще раз вас, уважаемые наши участники, хочу, чтобы вы, приехав к себе в муниципальное образование, в ваши коллективы, передали слова приветствия и благодарности от тех сегодняшних руководителей, которые, я думаю, что тоже остановятся на этих вопросах, вашим коллективам. Потому что только объединив усилия мы можем достичь тех результатов, которых от нас ждут наши читатели, наши граждане, наши дети. Мы прекрасно понимаем, что если мы не научим наших детей, наших внуков читать в детском возрасте, я думаю, что в взрослом возрасте подтянуть
к литературе, нам их будет уже сложнее. Мне вдвойне приятно, что в нашем зале вот сидят наши читатели, которые уже интересуются. И это правильно, молодцы. С праздником вас, дорогие друзья! Здоровья, счастья, творческих успехов всем нам! Спасибо! Благодарность Министерству культуры и туризма Удмуртской Республики за большую работу по оказанию практической помощи сельским учреждениям культуры и активное участие в республиканских и всероссийских конкурсах выражается Коллективу Центральной районной библиотеки Сарапульского района, директор Карпова Людмила Ивановна. Сарапульский район у нас представлен в том числе главой муниципального образования. Покажите их, пожалуйста, слова поддержки за поддержку, слова благодарности за поддержку. за активную методическую деятельность по организации библиотечного обслуживания детского населения коллективу районной библиотеки Воткинского района, заведующая Елена Геннадьевна Лисицына. Мероприятий, посвященных 175-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского, благодарность Министерства культуры и туризма Удмуртской Республики вручается Казаковой Елене Васильевне, начальнику управления дошкольного образования и воспитания города Ижевска. За вклад в информационное освещение мероприятий, посвященных 175-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского, благодарность Министерства культуры и туризма Удмуртии выражается Гусевой Наталье Михайловне. Благодарность Министерства культуры и туризма за значительный вклад в сохранение и развитие удмуртской литературы, популяризацию культурных традиций коренного населения Удмуртской Республики вручается Амфиногенову Богдану Витальевичу, методисту Республиканского дома народного творчества Дома молодежи. Благодарность Министерству культуры и туризма за помощь в организации и проведении республиканских мероприятий по продвижению книги и чтения выражается открытому обществу с ограниченной ответственностью «Комас Групп», вице-президент Сергей Николаевич Коновалов. Дипломом Всероссийской премии за достижение в области массовых форм театрального искусства «Грани театра масс» в номинации «Лучший режиссер» за постановку торжественной церемонии открытия первого международного Бурановского фестиваля народной культуры награждается Кочин Сергей Алексеевич, режиссер культурного комплекса «Центральный» Завьяловского района. Голос
тоже у нас первичная экономика или вот культура, скажем так, или там гуманитарные какие-то науки, то культура, я думаю, это самое главное и самое важное. Не будет культуры у народа, не будет культуры физического совершенства и любое другое направление культуры, у нас не будет ничего. Только культурный человек может сам себя уважать, сам обустраивать свое место пребывания, проживания и сделать общество и свою жизнь достойной. Поэтому, конечно, литература – это огромный пласт культуры. И вот, наверное, наше бытие таково, что мы все время хотим делать какие-то вехи, прошедший или проходящий 2015 год литературы, он вдохнул новый импульс в развитие. И очень важно, что в Удмуртской республике параллельно развивается литература разных народов, не только удмуртская литература, русская и других народов, проживающих на территории Удмуртской республики. И вообще Удмуртская республика в этом плане островок благополучия, когда все народы уживаются мирно и учатся друг у друга и уважают друг друга, это дорого стоит. Поэтому, конечно, нужно и в искусство, в литературу вкладывать. И в Удмуртской республике здорово, что есть премия в области литературы и искусства. И с этого года мы будем поздравлять и награждать победителей специализированной литературной премии имени Зои Алексеевны Богомоловой. Тоже это достояние Удмуртской республики. Я вас от души поздравляю с этим значимым и знаменательным событием. И, конечно, вам всем творческих успехов. Спасибо. Премия правительства Удмуртской республики имени Зои Алексеевны Богомоловой в номинации «Литературная критика» и сертификат присуждается Арзамасову Алексею Андреевичу, литературоведу, поэту, переводчику, публицисту, журналисту, кандидату филологических наук. Премия правительства Удмуртской республики имени Зои Алексеевны Богомоловой в номинации «Библиотека и чтение» присуждена централизованной библиотечной системе города Ижевска директор Гусева Светлана Юрьевна за организацию и проведение литературы городского книжного фестиваля «Читай Ижевск». Еще раз всем всего доброго. Хочу поблагодарить вас, уважаемые коллеги, за огромную работу, которую вы провели, за возможность выявить лучших читателей, лучшие коллективы, лучшие библиотеки, поблагодарить лично Калинину Галину Гавриловну, волнуюсь, потому что она была той движущей силой, которая двигала этот литературный марафон. Безусловно, своих коллег из Министерства культуры, потому что вы люди, которые не просто работающие за идею, но вы искренне выполняете свою работу, потому что понимаете, насколько она важна. С вами всегда очень приятно и очень легко работать. И поэтому позвольте от имени Государственного совета вручить сегодня благодарственные письма председателя Государственного совета и памятные подарки победителям литературного марафона. За активное участие в литературном марафоне «Читающая Удмуртия»
посвященному Году литературы в Российской Федерации, награждаются: Централизованная библиотечная система города Сарапула, директор Лилия Юрьевна Быкова за организацию и проведение фестиваля акции «Город надежды». Это не пицца, хотя по упаковке очень похоже. Я немножко виновата перед вами, коллеги. Там часы, большие настенные часы с государственной символикой с Государственного совета Удмуртской республики. Я прошу повесить их в вашей библиотеке, и пусть они отсчитывают только счастливое время. Награждается Малобургинская централизованная библиотечная система, директор Людмила Геннадьевна Шумилова за организацию и проведение районного фестиваля чтения «Ужмо Пурга Выжие». Награждается централизованная библиотечная система города Можги, директор Елена Владимировна Сварыгина за реализацию проекта «Фестиваль национальной книги». Награждается Шарганская районная библиотека, директор Наталья Павловна Вяльцева за организацию и проведение недели удмуртской литературы «Бордышкем Шаермез Даньяса». Награждается Можгинская центральная районная библиотека, директор Светлана Анатольевна Сидорова за организацию и проведение районного конкурса театрализованных представлений «Выжикыл Тунее». Награждается Ярская централизованная библиотечная система, директор Марина Геннадьевна Данилова за организацию и проведение литературного променада «Все в парк». Награждается Воложская централизованная библиотечная система, директор Елена Михайловна Брызгалова за организацию летнего чемпионата по литературному многоборью среди детей 8-14 лет. Коллеги, вот этот год литературы, даже для нас с вами, я надеюсь, это искушенных любителей книги, стал определенным толчком к прочтению новых литературных произведений и к возвращению к старым. Вот на этом мне особенно хотелось бы остановиться. Ну, казалось бы, чем нам сегодня нас можно удивить, да? Но вот я в последний год намного чаще стала заходить в книжные магазины. Я по себе говорю, я думаю, вы тоже. Я гораздо чаще стала доставать новые романы или уже прочитанные давно романы с полки, чтобы перечитать их вновь. Но в минувшее воскресенье вообще испытала культурный шок. Вы все знаете о том, что стартовала премьера на телеканале «Россия», фильм по произведению, по мотивам, так в анонсе сказано, романа Михаила Шолохова «Тихий дом». Я снова это заставило меня достать «Тихий дом» с полки и открыть его. И вы знаете, вот почему литературный шок, такой культурный шок. Я читаю этот роман в 3-й раз. Первый раз, когда перед экзаменом упомянутый здесь Зоя Алексеевна, именно она у нас вела курс советской литературы, прочитали бегом, потому что завтра сдавать. Второй раз, когда преподавала литературу в 10-х своим десятиклассникам уже более основательно. И в это воскресенье я вновь его начала читать и читаю как будто в первый раз, чего советую и вам проделать тоже. Потому что литература действительно великая сила, которая делает нас людьми, которая делает нас, ну, безусловно, умнее, добрее, человечнее. Новых вам литературных открытий и еще раз искренне спасибо вам за все.
Сегодня много было сказано красивых, добрых слов, много было показано образцов тех мероприятий и подведено результатов этой работы. И я хотел бы сказать о том, что система образования нашей республики не осталась в стороне от этого проекта, от этих мероприятий, что понимаем, что основные читательские компетенции, читательская грамотность у нас формируется в молодом возрасте, а значит в стенах наших образовательных организаций. И поэтому все уровни образования, от дошкольного до профессиональной школы, я уже не беру массовую общеобразовательную организацию, участвовали, безусловно, в огромном количестве мероприятий, которые проводились и в основном процессе образовательном, и в неурочной, внеклассной работе, и в различных проектах, которые проходили у нас на уровне учебно-методических комплексов, которые представляют собой в настоящее время школьные библиотеки. Мы их всячески также старались модернизировать, старались привнести туда электронные ресурсы, сделали их центрами использования электронных ресурсов в наших общеобразовательных и профессиональных организациях. Но все эти виртуальные выставки, все эти виртуальные стенгазеты, посещение тех или других литературных мест или выставки, посвященные творчеству писателей и поэтов России и Удмуртской республики, были направлены на то, чтобы мы с вами еще раз обратили внимание на истинный предмет высокой российской культуры – это книгу. И чтобы все наши эти мероприятия заставили нас еще раз взять книгу в руки, ее почитать, перечитать, как говорила Антонина Алексеевна, и получить от этого огромное наслаждение. Мы с вами прекрасно понимаем, что самым лучшим другом по нашей жизни, те, кто имел отношение к образованию, к культуре или к социальной сфере, это была книга. Я думаю, для многих из нас она таким же ценным подарком остается, и именно это греет душу и дает нам основание думать о том, что последующие поколения смогут также сохранить то уважение, то трепетное отношение к образцам великой литературы России и Удмуртии, которые есть у всех собравшихся в этом зале. Я всех поздравляю с этой огромной удачей, с этой огромной работой, с результатами, которые мы, объединив усилия, получили с вами по реализации проекта. Надеюсь, что эта работа на этом для нас не закончится, а будет служить существенным фундаментом для ее развития и продолжения во все ближайшие годы. Спасибо. Благодарственное письмо Министерства образования и науки Удмуртской республики вручается Осипову Владимиру Николаевичу, старшему преподавателю Института развития образования Удмуртской республики. Вахрушевой Любови Васильевне, заведующей кафедрой Института развития образования Удмуртской республики. Жил-был поп, толоконный лоб, пошел поп по базару посмотреть кое-какого товару. Навстречу ему балда идет, сам не зная куда. Что, батька, так рано поднялся? Чего ты взыскался? Поп ему в ответ: нужен мне работник, повар, конюх и плотник. А где мне найти такого служителя не слишком дорогого? Балда говорит: буду служить тебе славно, усердно и очень исправно. В год за 3 щелка тебе по лбу. Есть же мне давай вареную полбу. Призадумался поп, стал себе почесывать лоб. Щелк-щелк ветрось, да понадеялся он на русский авось. Живет балда в поповом доме, спит себе на соломе, ест за 4, работает за 7, а поп не ест, не пьет, ночи не спит. Лоб у него заранее трещит. Попадья говорит: знаю средства, как удалить от нас такое бедство. Закажу балде службу, чтоб стало ему не в ночь, а требую, чтоб он ее исполнил точь в точь.
Вот кричит поп: «Поди-ка сюда, верный мой работник балда, слушай, платить обязались черти мне оброк по самой моей смерти. Как наешься ты своей полбы, собери-ка с чертей оброк мне полный». Вот балда над морем шумит, да чертям веревкой грозит. Вылез бесенок: «Что ты хлопочешь? Будет тебе оброк, коли захочешь». «Нет, — говорит балда, — теперь моя череда, условие сам назначу, задам тебе, вражонок, задачу. Посмотрим, какова у тебя сила. Видишь, там сивая кобыла, кобылку подними-ка ты, донеси ее полверсты. Снесешь кобылу, оброк уж твой, а не снесешь, он будет мой». Бедненький бес под кобылу подлез, 2 шага шагнул, на 3-м упал, ножки протянул, а балда ему: «Глупый ты бес, да куда ж ты за нами полез? И руками-то снести не смог, а я, смотри, снесу промеж ног». Сел балда на кобылку верхом, да версту проскакал так, что пыль столбом. Черти стали в кружок, делать нечего, собрали полный оброк, да на балду взвалили мешок. Идет балда, покрякивает, а поп, заведя балду, вскакивает, за попадью прячется, со страху корячится. Бедный поп подставил лоб. С 1-го щелка прыгнул поп до потолка, со 2-го щелка лишился поп языка, а с 3-го щелка вышибла ум у старика. А балда приговаривал сукаризной: «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной». Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. Год литературы нас еще больше сдружил. Мы познакомились даже с маленькими библиотеками, которые стали яркими культурными центрами благодаря именно году литературы. Хочу вас всех от души поблагодарить всех библиотечных работников, всех друзей, всех тех наших читателей, что они подключились ко всем мероприятиям в рамках года литературы. С праздником, дорогие друзья! Смеюсь навзрыд среди кривых зеркал. Меня, должно быть, ловко разыграли. Крючки носов и до ушей оскал, как на венецианском карнавале. Что делать мне? Бежать да поскорей? А может, вместе с ними веселиться? Надеюсь, я под маску зверей. У многих человеческие лица. Все в масках, в париках, все как один. Кто сказочен, а кто литературен. Сосед мой справа грустный орликин, другой палач, ну а каждый 3-й дурень. Я в хоровод вступаю пукача, но все-таки мне неспокойно с ними. А вдруг кому-то маска палача понравится, и он ее не снимет. Вдруг орликин навеки загрустит, любуясь сам своим лицом печальным, что если дурень свой дурацкий вид, так и забудет на лице нормальный. Петарды, конфетти, но все не так. И маски на меня глядят с упором. Они кричат, что я опять не в такт, что наступаю на ноги партнерам. За музыкой гоняюсь по пятам, но ни одну не попрошу открыться. Что если маски сброшены, а там все те же полумаски, полулица. Я в тайну масок все-таки проник. Уверен я, что мой анализ точен. И маска равнодушия у иных – защита от плевков и от пощечин. Но если был без маски под лицом, носи ее, а вы, у вас все ясно. Зачем скрываться под чужим лицом, когда свое воистину прекрасно? Как доброго лица не прозевай, как честность наверняка угадать мне. Они решили маски надевать, чтобы не разбить свое лицо об камень.
Я кошелек. Лежу я на дороге, лежу один посередине дня. Я вам не виден, люди. Ваши ноги идут по мне и около меня. Да что вы, ничего не замечаете? Да что у вас, ей-богу, нету глаз? Да пыль, что вы же сами поднимаете, меня скрывает хитрая от вас. Смотрите лучше, стоит лишь вглядеться. Я все отдам, все, чем дорожил. И не ищите моего владельца. Я сам себя на землю положил. Пускай вас не пугает смех стыдящий и чьи-то лица где-нибудь в окне. Я не обман, я самый настоящий. Вы посмотрите только, что во мне. Я одного боюсь на вас в обиде, что вот сейчас, посередине дня, не тот, кого я жду, меня увидит, не тот, кто на ноги подберет меня. Я как поезд, что мечется столько уж лет между городом «да» и городом «нет». Мои нервы натянуты, как провода, между городом «нет» и городом «да». Все мертво, все запугано в городе «нет». Он похож на обитый тоской кабинет. По утрам натирают в нем желчью паркет. В нем диваны из фальши, в нем стены из бед. В нем глядит подозрительно каждый портрет. В нем насупился замкнуто каждый предмет. Черт из два здесь получишь ты добрый совет, или скажем привет, или белый букет. Пишь, машинки стучат под копирку ответ. Нет, 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 нет. А когда совершенно погасится свет, начинают в нем призраки мрачный балет. Черт из два, хоть подох не получишь билет, чтоб уехать из черного города нет. Но в городе, да, жизнь, как песня дрозда. Этот город без стен, он подобие гнезда. С неба просится в руки любая звезда, просит губы любые, твоих без стыда, бормоча еле слышно. А, все ерунда. И уча молоко предлагают стада, и куда ты захочешь, мгновенно туда унесут поезда, самолеты, суда, и журча, как года, чуть не печет вода. Да, 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 да. Только скучно, по правде сказать, иногда, что дается мне столько, почти без труда, в разноцветно светящемся городе, да. Пусть уж лучше мечусь до конца моих лет между городом «да» и городом «нет». Пусть уж нервы натянуты, как провода, между городом «нет» и городом «да». Проклятие века – это спешка. И человек, стирая пот, по жизни мечется, как пешка, попав затравленно в цепь. Поспешно пьют, поспешно любят, и опускается душа. Поспешно бьют, поспешно губят, а после каются, спеша.
Но ты хотя бы однажды в мире, когда он спит или кипит, остановись, как лошадь в мыле, почуяв пропасть у копыт. Остановись на полдороги, доверься небу, как судье. Подумай, если не о Боге, хотя бы просто о себе. Пусть суеты, сует сметая, ты вспомни вечность наконец. И нерешительность святая вольется в ноги, как свинец. Есть в нерешительности сила, когда по ложному пути вперед на ложные светила ты не решаешься идти. Топча, как листья чьи-то лица, остановись, ты слеп, как вий, и самый шанс остановиться безумством спешки не убей. О, человек, чье имя свято, подняв глаза с молитвой ввысь, среди распада и разврата, остановись! Остановись! Камон, команда зажжет. Сегодня нам будет жарко, когда дожди или идут снега. Танцуй со мной, кричи, бургати, звезды одевают грозы. Ответим танцем на все вопросы. Делай ты прыг, делай тапок, а у наших новых встают этапов. Вперед, Саркалова и везде, танцуй, республика, Гулливер. Вместе все в порве одном, Саратов, Владов и Борзино. Крикнем хейс, кричим ура, Машка, Завьялова и игра, упа. Почувствуй ритм, наше сердце вам так горит. Юка без Кракова, як животное, танцуем с нами, танцуй сегодня. Парный костюм, ты, в каждом мы есть я и ты. Каракулина, мы ждем тебя, живем, танцуем, живем, любя. Снимаем стресс, выпускаем пар, танцует вес, танцует я. Запорожская гимнопоп, даешь забудку, заряд даешь. Вот и стиль, шаган на минуту, порядок минут, канкан. Сегодня в тренде, ты бретон, танцуй же, удмурт, тектон, сегодня в тренде. Ты бретон, танцуй же, удмурт, тектон. Не путь яма, нет однозначно кучка яма и нога загадочные пирамиды. Дорогая, как орел в небесах парит, Скифовский нельзя у нас. Бронировать бегов нет, ведет алмаз. Уфа минеральнее, чем в Аджоме. У нас есть газ почти в каждом доме. Адиса, Беба, пусть слов не ест. У нас покруче Амстес-Урдес. У нас покруче на речке Лис. Стоит Ишкар, а не ваш Париж. Рызок у нас больше, чем в Ирландии. Одежду в клеточку, как шотландии. Нас окружают лесные массивы. Девушки наши нереально красивые. Мы не и я не знаю, кто из печки нас ждет на бане. Я даже не знаю, кто такая Бодянова. У нас есть бабушки из Буранова. Санта-Клаус, давай, купай. Застоит толпа-бай. Там река, это наше море. Лунарвай, это наша история. Калашников знал, ведь кружка медицина. Это наша супер столица. Солнце светит, плывут облака. Удмуртия, это супер республика. Это супер республика. Удмуртия, это супер республика!
свиданию. До новых встреч!